сам из этого я не уйду и уйти не могу, не имею права. Я уже объяснял, если рухнет страна, я ушел сам, меня обвинят в трусости, и с меня спросят, и они будут правы. Да, я политик, я должен бороться, как это принято по законам политики. У меня есть некий багаж, меня трудно в чем-то уличить, там зацепить за что-то. Снимать свою кандидатуру, я уже об этом тоже говорил, на выборах или не идти на выборы, я не имею права, если у меня нет на это оснований. Публично вам заявляю в прямом открытом эфире, я не первый срок президентом, я уже наелся этого президентства. Поэтому загубить страну во имя личных амбиций, чьих-то и своих, я никогда на это не пойду. Это значит перечеркнуть все то, что ты делал более 2 десятков лет. Поэтому надо успокоиться в этом плане. Я не собираюсь свою политическую жизнь продлевать за счет каких-то выкрутас политических или конфигураций, или этот транзит осуществлять от себя к себе. Ни в коем случае. Если обществу не нравится, как это президент организовывает, они переизберут его через полгода. Будьте уверены, и я посиневшими пальцами за кресло держаться не буду, если вы откажете мне в доверии. Я уже наработался, я уже наелся этой президентской доли. И я в этой президентской кампании не потому, что я, уцепившись, держусь за это кресло посиневшими пальцами. Я лучшие годы своей жизни, как и многие из вас, отдал строительству этой страны. Как могли, как мог, так и строил. Будет так, мужики. Нам надо принять новую конституцию, что вы хотели. И даже альтернативщики не были против. Вы ее должны принять на референдуме, потому что мы прежнюю конституцию принимали на референдуме. И по новой конституции провести, если вы хотите, выборы и парламента, и президента, и местных органов. Если в те августовские дни вы бы дрогнули, мы сегодня жили бы в другой стране. И вообще, жили ли бы мы, и существовала ли бы эта страна? Пока последний ОМОНовец мне не скажет уходить, я буду наглухо стоять в этой стране рядом с вами плечом к плечу. Что касается президента Беларуси, он за власть посиневшими руками много раз говорил, не держится. Вопрос не во мне, вопрос в вас. Что будет с вами без меня? Общество требует перемен. Поэтому нам нужна новая конституция, а не потому, что эта конституция нужна Лукашенко. Слушайте, Лукашенко уже наелся этих конституций, власти и всего прочего. Сейчас вопрос не в Лукашенко, а вопрос сохранения стабильности в нашей стране. Главное мое условие исхода из власти в стране – мир, порядок, никаких протестных действий, не переворачивать страну, высказывать в рамках закона мнение – это главное условие. Второе условие. Если сложится так, что к власти придут не те, и у них будут другие взгляды, вторым пунктом мы запишем, что ни один волос из вас, из сторонников нынешнего президента, упасть не может. Вот поэтому я предложил Всебелорусского народное собрание сделать конституционным органом. Вся власть будет у всенародного собрания, у вас, даже без меня.